Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Сотрудник Ростехнадзора обвиняется в получении взятки в крупном размере в Якутске. В его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Слитком Якутии. По данным следствия, в сентябре 2013 года подозреваемый потребовал от директора коммерческих предприятий топливную карту для заправки своей машины. Взамен он пообещал общее покровительство и попустительство со стороны органов Ростехнадзора. Мужчина был вынужден согласиться с требованием подозреваемого. За период с сентября 2013 по март 2021 года по топливной карте зачислено около 940 тысяч рублей. Подозреваемый на данный момент задержан. Расследование продолжается. В Якутии возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Задержаны 3 человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. По информации Слиткома, 3 апреля этого года в гаражном боксе в поселке Нижний Куранах подозреваемые потребовали у 26-летнего потерпевшего в течение 3 дней передать им 50 тысяч рублей. При этом в случае отказа злоумышленники пригрозили ему причинением телесных повреждений. Через несколько дней 2 подозреваемых, узнав об отсутствии у молодого человека нужной суммы, забрали у него паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации его машины для дальнейшей продажи. В настоящее время подозреваемые задержаны. Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов уволен с занимаемой должности. Расследование продолжается. В Якутии мужчина осужден за кражу алмазов. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона. Якутский городской суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Индия за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Установлено, что подсудимый, занимая должность разметчика алмазов в одной из компаний, вступив со своим знакомым в сговор, украл несколько алмазов общей стоимостью более 1 миллиона рублей, подменив драгоценные камни алмазами худшего качества, привезенными из-за границы его подельникам. Ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В Якутске мужчина осужден к 9,5 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Прокуратура сообщает, что подсудимый, являясь потребителем наркотиков и нуждаясь в деньгах, согласился на предложение своей знакомой об участии в составе организованной группы в незаконном сбыте наркотических средств на территории Якутска. Впоследствии ими совместно с еще одним лицом заказана партия наркотиков в крупном размере, при получении которой она была разложена ими для продажи в тайники по различным адресам города. При этом знакомая подсудимого, зная, что он является потребителем, передала ему часть заказанной партии наркотиков в качестве подарка на день рождения для личного употребления. В дальнейшем ими заказана еще одна партия в особо крупном размере по уже отработанной ранее схеме. Прокуратура Усть-Майского района направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя дорожной организации в присвоении денег в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором дорожной организации «Дороги Усть-Майи», заключил от имени общества договор с самим собой для займа денег на общую сумму около 4 миллионов рублей. Полученные средства он не вернул предприятию. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено в суд. В ходе следствия в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 4 миллионов рублей. Житель Горного района обвиняется в убийстве женщины. По данным прокуратуры республики, обвиняемый 17 января этого года, находясь в частном доме в селе Кептин в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей знакомой не менее 17 ножевых ранений, в том числе в жизненно важные органы. В результате полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором района в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция Испании накрыла завод по производству оружия на 3D-принтерах. Операция прошла в сентябре, но по распоряжению суда обнародовать видео правоохранители смогли лишь сейчас. Подробности в следующем материале рассказывает Анастасия Дмитриева. Реплика штурмовой винтовки, стрелкового оружия, нескольких пистолетов, 2 электрошокеров и мачете. Весь этот арсенал изъяла полиция с первого завода 3D-оружия, обнаруженного в Испании. Операция прошла еще в сентябре, но держалась в секрете по приказу судьи. Правоохранительные органы обнародовали видео спустя 7 месяцев в воскресенье. Полицейские провели обыск в нелегальной мастерской в Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах и арестовали владельца, обвиняемого в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Мы обнаружили несколько 3D-принтеров. Один из них в тот момент печатал формы и части для оружия. Мы также нашли большое количество уже напечатанных и готовых к сборке фрагментов.
Полиция обнаружила 9 магазинов, 2 глушителя, детали для стволов винтовок и пластиковую форму для изготовления спусковых крючков, прицелов и других мелких деталей. Кроме того, у хозяина завода нашли печатные материалы, побуждающие к экстремизму, партизанской войне в городе и изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях с помощью 3D-принтера. Изъята также кобура пистолета с символикой немецкой армии времен Второй мировой войны. В октябре 2019 года нападение на еврейскую синагогу в немецком городе Галле, в результате которого погибли 2 человека, было совершено из винтовки, изготовленной на 3D-принтере. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.